Особенности властных отношений, феномен лидерства, пути обретения власти и ее функции в абхазском обществе. Тема нашей лекции – лидерство и власть в традиционном абхазском обществе. Важнейшая роль групповой солидарности, групповой поддержки в жизни абхазов на феномене власти отразилась в том, что реальные возможности всякого человека, его позиции в обществе определялись его репутацией и тем количеством людей, которые готовы были его поддержать, то есть авторитетом. Пигарь Степан, историк Кавказовед, в 2006-м окончил исторический факультет Абхазского государственного университета. Специализация «История Абхазии». Закончил аспирантуру в Институте археологии Российской академии наук. В 2010-2014 годах преподаватель исторического факультета АГУ. Сфера научных интересов – социальный и политический строй горских народов Кавказа. Который служил, по сути, мерилом его успешности. Чем авторитетнее был человек, тем шире были его возможности, тем стремительнее увеличивалось его богатство и значение в политической жизни страны. В таких условиях базовой задачей любого лидера, жаждущего власти, становилось, во-первых, прославиться, прежде всего, как успешному воину, как человеку, соблюдающему и уважающему традиции народа и хорошо знающему их, и максимально расширить круг личных связей, родственных, соседских или просто дружеских. Получалось, что если в иных обществах с развитыми классовыми и имущественными отношениями приоритетное значение имели богатство человека и его сословное происхождение, кем он родился, князем или крестьянином, то в традиционном абхазском обществе прежде всего определяющую роль играл авторитет. И в этом смысле зачастую получалось, что люди незнатного происхождения, а по своему значению и славе значительно превосходили аристократов. Как писал в 1866 году Черепов, привилегированные роды у абхазов также покоряются личности, как и простые смертные. Кастовые отличия в этом смысле не имеют определяющего значения. В результате реальная градация между правящим слоем и массой простого народа шла не по признаку благородного или неблагородного происхождения. Все население страны, вне зависимости от сословной принадлежности, делилось на две большие группы. Лидеров-покровителей, ахылапшую, и подвластных, хипши. Причем и в той категории были люди как знатного, так и незнатного происхождения. Бывали случаи, когда ахылапшую какого-нибудь села был простой крестьянин, а живущие в этом же селе люди даже княжеского происхождения считались его хипши. И вынуждены были уважать его и считаться с его мнением. Но
В каком-то смысле высокую роль авторитета можно рассматривать как важный демократический механизм. Почему? В отличие от богатства или формальных каких-то полномочий, авторитет рождается с человеком и умирает с ним. Отец никогда не может передать свой авторитет сыну. А значит, какой-либо фамилии было гораздо труднее закрепить за собой лидерство в какой-либо местности страны. Как только умирал лидер-отец, его потомкам приходилось заново выстраивать всю систему отношений, добиваться признания своего лидерства. Тот же Черепов по этому поводу отмечал, что власть внутри какой-либо фамилии всегда переходила в руки одного из немногих не по старшинству, а по личному достоинству, каким бы путем человек не достиг первенства. Важной составляющей авторитета была поддержка людей, оказываемая лидеру. Но она имела двоякое значение. С одной стороны, всякий амбициозный человек мог использовать поддержку своего окружения, своих родственников и соседей в личных целях. Но, опять же, вынужден был делиться результатами своих успехов с теми, кто ему помог. То есть оказывался вынужден был быть полезен своему окружению в той же мере, сколько и они ему. А значит, утрачивал возможность сконцентрировать власть и богатство в своих собственных руках, в руках одной своей фамилии. Значение поддержки других людей реальной было столь высоко, что зачастую аристократы не гнушались заключением родственных связей с простолюдинами, лишь бы расширить круг поддерживавших его людей. Как писал Рыбинский на рубеже 19-20 веков, между крестьянами дворянин ловко пользуется для своих целей молочной роднёю, которая пойдет в огонь и в воду по его требованию. Он может заставить их совершить даже преступление, ибо молочный брат подчиняется ему как загипнотизированный, лишенный личной воли человек. Значение для всякого лидера круга преданных ему людей было столь высоко, что его утрата автоматически могла привести к потере даже переходу на более низкую социальную ступень. То есть князь, дворянин, лишенный своего окружения, уже аристократом не считался. Так, например, представители фамилии Гечба, которая правила Западной Абхазией, та семья, которая проживала в Гума, в окрестностях Сухума в XIX веке, рассматривалась местными как простые анхаю. То же самое было с семьей Чачба, которая проживала не так уж и далеко от Абхазии, в соседней Сванетии. И тоже они рассматривались местными жителями как крестьяне, хотя все знали, что это люди княжеского происхождения. То же самое касалось и материальной составляющей. В 1866 году группа знатных лиц, проживающих в окрестностях Гагры, решила переселиться в Турцию, хотя конфликтов с российскими войсками имперской администрации не имела. Согласно источнику, основанием, которое они посчитали достаточным для оставления Родины, было то, что, цитирую, «опасение, что у них отберут всех крестьян и рабов, а через это они лишатся рабочих рук, а с этим и средств к своему существованию. В Турции же, хотя и плохо им будет, но все-таки у них останутся их крестьяне и рабы, которые трудами рук своих будут доставлять им пропитание».
В 1868 году Пахомов упоминал живущих в окрестностях Сухума представителей фамилии Маан, Маргани. Та семья, которую он описывал, в отличие от остальных представителей этой фамилии, пользующихся достаточным авторитетом в стране, эта семья не обладала достаточным кругом приближенных, поэтому, хотя они принадлежали к настоящим Маан, но никогда не пользовались никаким значением, будучи очень бедны. Пахотной земли они занимали очень мало, только то, что было около их усадеб. И в этом отношении положение Анхаю, живущих там же, было несравненно лучше. Ввиду этого получалось, что утверждение власти над какой-либо местностью, над каким-либо селом зависело от того, насколько много сторонников конкретного лидера проживает в этом месте. Не случайно все самые крупные феодалы, политические лидеры в Абхазии были одновременно покровителями какого-нибудь очень крупного акыта. А владетельные князья всей страны, Чачба, были покровителями самого крупного в Абхазии акыта Лыхны. И, соответственно, опирались на поддержку жителей этого наиболее многочисленного населенного пункта в стране. В практике управления значение личных качеств отразилось в том, что при выборе исполнителей какого-нибудь поручения люди подбирались методом кооптации, когда главную роль играет преданность, доверие лидера к своему человеку, а не его профессиональные навыки. Единственным исключением были случаи, когда речь шла о деле, требующем не только профессионализма, но и недопустимым для этнического абхаза с эдической точки зрения. Яркий пример тому – это то, как на протяжении XIX века управляющими торгово-финансовыми делами обычно абхазские князья назначали инородцев, чаще всего грузин. Так, значит, правитель Гума Дмитрий Чачба назначил своим управителем Менгрела Егора Туркия, а Михаил Чачба, владетельный князь всей страны, в качестве своего управителя по всем материальным вопросам экономическим держал грузина Ходжашвили. Может возникнуть вопрос, каково же тогда значение социального происхождения? Оно тоже было велико, но играло немного другую роль. Родившись аристократом, человек в Абхазии автоматически не обретал власть. Но в случае, если он на протяжении жизни смог добиться большого влияния, легитимизировать свое влияние ему было гораздо легче на том основании, что он представитель благородного сословия, а не простолюдин. Ярким примером, наглядным того, что представлял из себя лидер в абхазском обществе, является живший в первой половине середины XIX века в Абхазии владетель провинции Гума Гасанбей Чачба. Гасанбей Чачба – сын Килишбея от третьего брака с княжной из рода Амарчан. То есть, получается, он был сводным братом одновременно и Асланбея, и Сефербея, боровшихся за власть над всей страной. Кроме того, у него имелись сводные, родные братья, и сводные как старшие, так и младшие его, поскольку Килишбей становился отцом не один раз, имел множество детей. После убийства в 1808 году Килишбея Гасанбей
вместе с матерью и своими братьями получили в удел Гума, то есть современный Сухумский район, которым он и владел до самой смерти. Каждый из братьев Гасанбея, сводных или родных, в равной мере, так же как он, могли претендовать на большое политическое значение в жизни страны. Поэтому особо обращает на себя внимание, что именно он сумел добиться того, что его рассматривали как вторую по значению политическую фигуру в стране после владетельного князя Абхазии. Ведь по отношению к владетельному князю, по отношению к Асланбею он занимал заведомо менее выигрышную позицию. Тем не менее, на протяжении своей жизни он сумел последовательно противостоять трем владетельным князьям – Сефербею, Амарбею и Михаилу, то есть Хамудбею Чачба, отстоять свое право на управление Гума, пользоваться широкой поддержкой не только народа, но и Османской империи. А в отношениях с имперской и русской администрацией выступать как очень полезный и важный посредник во взаимоотношениях с Нагорной частью страны, где господствовали его родственники, фамилия Амаршин. Все это говорит о том, что первостепенное значение в возвышении человека играли все-таки личные, персональные и лидерские качества. А то, что он уже родился в княжеской семье, было большим, но не определяющим подспорьем в деле его возвышения. Фигуру Гасанбея очень ярко оттеняют личности двух его родных братьев, Баталбея и Таирбея, которые всю жизнь прожили с ним вместе, находились фактически на его содержании, но никогда не имели такого значения, как их прославленный брат. Дело в том, что на Кавказе на протяжении истории всегда наиболее актуальной была проблема безопасности. Постоянная кровная вражда, междоусобицы, нападения и культура набегов приводила к тому, что главной насущной проблемой было физическое выживание людей. И здесь роль аристократии была определяющей. Не только потому, что они сами были главными зачинателями творящихся междоусобиц, но и потому, что это было сословие профессиональных воинов. Конечно, лично свободные крестьяне составляли большинство. Конечно, в Абхазии всякий имел право носить оружие и использовать его. Но простые крестьяне – основные производители в экономике страны. Они не могли всю свою жизнь посвящать только войне, вынуждены бросить оружие и взяться за саху. В то время как аристократы могли себе позволить всю свою жизнь заниматься только военным делом. Кроме того, благородное происхождение давало основания для того, чтобы претендовать на руководство в войске. В результате главными двумя функциями лидеров в абхазском обществе были, во-первых, порядочить насилие. Это значило, что лидер должен был на подконтрольной территории следить, устранять любые междоусобицы, организовывать оборону территории, а агрессию людей, желание молодых прославиться, обрести трофей, направить вовне. Вторая – судебно-посредническая, которая заключалась в том, что уважаемый авторитетный лидер выступал арбитром в конфликтах между людьми. В первую очередь это касалось, конечно, фигуры владетельного князя, который являлся высшей судебной инстанцией в стране. Вот что пишет по этому поводу источник.
Если в суде председательствовал владетель, то он в присутствии судей сам решал дело, и решение приводилось в исполнение. Если встречалось разногласие в суде по делам, при разбирательстве которых владетель не председательствовал, то суд отряжал 2 членов к владетелю, которые излагали ход дела и причину разногласия судей, и просили его решения. В этом случае решение владетеля прекращало споры судей и приводилось в исполнение. Здесь очень важный момент. Дело в том, что судебное разбирательство или любой инцидент, связанный с безопасностью, с военным руководством, это всегда конкретный случай, конкретный инцидент, а не бесконечный процесс. В результате получалось, что лидеры абхазскому народу, единоличное руководство нужны были не постоянно на протяжении жизни, а в конкретные моменты. А значит, и участие элиты в жизни народа становилось эпизодическим. Во всех остальных сферах жизни народ старался обойтись без руководства сверху. Ввиду такой самостоятельности массы простого народа и ограниченных функциях, которые выполняла элита в обществе, ни одна из этих 2 социальных сил оказывалась не в состоянии навязать свой порядок. С одной стороны, масса простых крестьян была свободна, но не имела возможности самостоятельно организовать порядок в стране. С другой стороны, лидеры, князья, дворяне или просто прославившиеся Анхаю, которые без поддержки простого народа абсолютно ничего не значили. Возникала необходимость в консенсусе, в том, чтобы договориться и сотрудничать по всем жизненно важным вопросам. По этому поводу в 1869 году Краевич писал: «Власть в Абхазии была слишком слаба для выполнения лежавших на ней обязанностей по управлению страной и должна была опереться вследствие того на порядок и внутреннее устройство, выработанное самим народом, возникшее в его среде именно вследствие непрочности, ненадежности той самой власти». В результате, как и в аналогичных обществах, например, у народов Северного Кавказа, власть у абхазов была оформлена в виде связи покровителя-патрона и его подвластных клиентов, в которых обе стороны наделены обязательством относительно друг друга. И ситуация, когда подвластный обязан господину всем, а господин освобожден от каких-либо обязательств, исключалась. Фактически взаимоотношения между господином и его подчиненными уподоблялись семье, где господин – это отец, пусть и строгий, но обязанный заботиться о своих чадах, то есть подчиненных, в то время как те обязаны уважать его, чтить и делать то, что он от них требует. Именно поэтому на этой основе у абхазов сформировалась традиция незыблемости взаимных обязательств между Ахылапшою и Хипши, а также обязанность непременного участия в жизни друг друга. Как писал в 1866 году Баратов, помещик помогал Анхаю делать нападения и мстить за кровомщение, как равный Анхаю обязан был в свою очередь помогать в таком случае помещику. Вещь для страны с развитыми феодальными отношениями совершенно фантастическая, чтобы барин рисковал своей жизнью во имя интересов своих подчиненных.
Установление патрон-клиентских отношений было очень эффективным способом избежать тирании со стороны аристократии. По этому поводу барон Тарнау писал: «Бедные дворяне, крестьяне и рабы в Абхазии нашли хороший способ ограждать себя от притеснения сильных обычаем, существующим у князей и богатых дворян, воспитывать детей своих вдали от родительского дома. Принимая на себя эту обязанность, они вступают как бы в родство с родителями воспитываемых ими детей и пользуются их покровительством». То есть речь идет об аталычестве, способе заключения фиктивного родства между простыми крестьянами и аристократами. В качестве примера может служить приводимая Шалвой Денисовичем Иналыпа история крестьянина Джирахуба из села Члов. Его отец был воспитателем влиятельного князя Хабугу Ачба, в результате чего этот Джир стал молочным братом князя Хабугу. И в результате на протяжении его жизни те, кто искал протекции, связи с названным князем, пытались установить родственные отношения с самим Хабугу, в результате чего на протяжении жизни он получил более 100 предложений вступить в родство. Причем аталычество, связь аталыческая могла быть заключена как между конкретными людьми, так и между знатным лидером и группой лиц. Как писал Черепов в 1866 году, пользовавшиеся известностью Ахылапшую признавали патронат нередко многие общины, усыновляя и принимая на воспитание детей родственников патрона. То есть вся Акыта в таком случае считалась как бы родственниками того, кого они воспитали. Но патрон-клиентские отношения – это связь власть имущих и простых людей на индивидуальном уровне. Но нужны были какие-то конкретные институты, которые позволяли бы принимать и реализовывать управленческие решения сообща, согласовав позиции как элиты, так и простого народа. И именно для этого служили народный сход и ополчение. Источники, повествующие о социально-экономическом строе Абхазии в XVIII-XIX веке, единогласно указывают на его нетипичный характер. Вроде бы сход народный, а участвуют в нем не только простолюдины, но и аристократы. Причем особо обращалось внимание на его невероятно длительный характер, когда сход мог длиться по много дней и, не приняв решение, также разойтись, чтобы сойтись вновь и опять очень долго обсуждать. Это было не случайно, поскольку, в отличие от современных совещательных органов, вроде парламента или сената, народный сход имел целью не с нуля выработать какое-то управленческое решение. Люди приходили туда, уже имея готовые идеи, а для того, чтобы согласовать позиции сторон. Не случайно важнейшее требование к народному сходу была его публичность. Как отмечал Завадский, созванное секретным образом собрание считалось заговором. Это значило, что главная суть народного схода была в том, чтобы представители разных сословий, фамилий или групп, представлявших какие-то различные местности страны, смогли публично в присутствии народа найти какой-либо консенсус и заручиться его поддержкой, потому что публичное обсуждение и одобрение народа было способом добиться легитимности принятого решения. Именно поэтому абхазская аристократия не боролась с народным сходом, а принимала в нем живейшее участие, имея в виду, что провести собственные идеи под видом принятых народом. Ну и, наконец, последнее, это пару слов необходимо сказать о ополчении.
Ополчение была единственная форма организации войска у абхазов. Его особенность в том, что в отличие от профессионального дружины или войска наемников, оно формировалось из самого населения страны. В результате чего его невозможно было использовать для того, чтобы подавлять людей, использовать как механизм террора, поскольку если отдать подобный приказ ополчению, получалось, что простые люди должны покорять подобных себе. Описанный социально-политический строй абхазского народа является ярким свидетельством того, что власть и простые люди не обязательно должны противостоять друг другу. Они вполне могут сотрудничать, вырабатывая такой образ жизни, который будет выгоден обеим сторонам. Желательно сохранить его и в наши дни. Некоторые традиции, о которых сегодня мы говорили на этой лекции, дошли до наших дней и, собственно говоря, до сих пор формируют наш образ жизни. Ну а мы с вами прощаемся до следующей лекции.